Ну что, какие сведения, да? Ну что, ну я по-русски могу говорить, да? Я. Да? Ну, во-первых, за время проведения наружного наблюдения, да, скажем так, что мы посмотрели на это все безобразие. Началось с того, что отец с ребенком поехал на скорости 120 км в час в сторону Риги, да, от Милгалы. Это уже странно, да. Потом было видно, что когда он с ребенком разговаривал, беседовал, да, viņš visu laiku ниргуясь, я он nav adekvāts, я, видно, что он какие-то, нервные постоянно, да, то есть как в стрессе находится. Вот. Потом, когда мы последующие дни работали, мы не могли вообще заставить этого ребенка дома, да, то есть смотрели, хотели понаблюдать, что происходит. В выходной день, суббота, ребенок из дома не выходит, погода нормальная. То есть весь день мы проторчали, причем думали, что никого нет дома, да, вроде послушали, дома кто-то есть, то есть на улицу вообще не выходил. А третий раз, когда у нас было наружное наблюдение, ситуация вообще была интересная. Ребенок должен был идти в школу из дома, да, где он задекларирован, да, а ребенок вообще из дома не выходит. Потом наша клиентка узнает, что он все-таки в школе был, то есть вообще есть, то есть то, что доказывает, что он вообще, может, и не проживает по задекларированному адресу, да, то есть как бы все такое ощущение, что человек неадекватный, он просто прячет ребенка и ведет себя очень как-то странно. Вы говорили насчет видеозаписи, да, этих? Нет? Mūsu klienti uzdevināja bērnam telefonu, jā, ar specifisku programmu, jā, un tur ir tas, kas notika vispār, apkārt to bērnu, jā. Un tad она, как программа лицензионная, она могла смотреть, проверять, что там происходит, да. И, короче говоря, там ситуация такая, что ребенок постоянно находился либо в мастерской, то есть вообще без свежего воздуха, где отец практически visu vasaru, когда погода жарко на улице, да. Потом то, что как бы они там действительно втроем там спят на этом диване, то есть отец, ребенок и какая-то женщина непонятная. То есть все указывает на то, что там, просто я не знаю, что вам сказал психолог, но мне кажется, что там прямое нарушение просто закона идет в отношении ребенка и прав ребенка, точнее, и то, что психологически он чисто травмируется. Это просто вот со стороны вот даже не клиента, понятно, что он заинтересованное лицо, а именно со стороны детективов, то есть как независимые свидетели, да, то есть видно, что-то не то происходит. Bāriņu tiesa reizēm ļoti tā strikti izturas un pat bērnu izņem uzreiz pēc pirmās reizes, ka kaut kas viņiem liekas nepareizi, ja? Tagad jau gadu ir, kāpēc bāriņu tiesas neliekas zinis? Viņu atbilde vienmēr bija, kad būs tiesa. Tad, kad būs tiesa, tad mēs arī kaut ko darīsim. Un kad būs, kura tiesa būs? Rīga, Jelgava? Tagad ir Jelgava. Jelgavā būs. Jo viņš tad, kad bērnu, es to saucu par zakšanu, es nezinu, kā savādāk nosaukt, varbūt tas nav korekti. Bet tajā brīdī viņš viņu nodeklarēja Jelgavā. Pats viņš arī ir tajā mājā deklarēts, un attiecīgi tad tiesa būs Jelgavā dēļ tā. Bet Rīgas bāriņu tiesā es tur esmu 4 reizes bijusi. Arī ir aizsūtīts pagājuši vasar viens pat tā kā uz Jelgavas bāriņu tiesas pieprasījums. Nekāda rezultāta. Tad, kad būs tiesa, tad arī kaut ko darīsim. Kad jūs uzrakstījāt sūdzību tiesai un cik ilgi tā tiesa jāgaida? Uzrakstīju es jau septembrī, oktobrī, jau bija iesniegts. Tad bija jāgaida 2 mēneši kaut kāda atbilde. Mistiski tad viņi pateica, ka pilnvarā bija nepareizi noformulēts nevis atsevišķa aizgādība, bet ikdienas aizgādība, ka tas termiņš bija nomainījies, tāpēc tas nebija derīgi. Tad pēc tam atkal 2 mēneši, praktiski tikai nesen nozīmēju uz 2. jūniju to. Un tas konflikts, to bērnu nosaukt pēc konflikta, kas jums bija ar māti vai kā? Jā. Viņa ir izrausītā tajā situācijā. Jūsu māte it kā pierunāja Armandu paņemt to bērnu. Jā, bet bērns ir jāglābi no manis. Kāpēc viņu ir visus gadus uzturējis un rūpējusies ne tikai par to Akselu, bet arī par mātes rūpējusi, jo viņa pati nestrādā.
Nu, es nedarīju, kā es gribēju. Viņa gribēja, lai es visu laiku tur strādāju, sūtu naudu, un lai bērns ir ar viņu. Un ja es gribu, ka es ņemu bērnu sev līdzi uz Angliju, tad viņa iesaistīja savu lielāko ienākumu. Nu, es biju gan Latvijā, gan Anglijā. Es vienkārši piepelnījos naudu, jo es gribēju, lai man ir sava atsevišķa dzīvesvieta, nevis ar mammu un māsu. Tāpēc es devos. Man bija normāls darbs Rīgā pusotru gadu. Es pelnīju kaut kur 340, 380 latus mēnesī, bet es sapratu, ar to algu viena pati. Es nevaru nodrošināt bērnam to, ko es gribu, atsevišķu dzīvesvietu, izglītību. Nu, es nevaru par to algu to izdarīt. Un kamēr jūs bijāt Anglijā, kur Aksels bija? Ar mani mammu un māsu sākumā bija. elmars.barkans@rigasviļņi.lv Jā, nu un tagad varbūt Olga var izstāstīt, ko tad detektīva aģentūra var līdz šim 2. jūnijam izdarīt. Jā. Можно и по-русски, да. Можно, спасибо. Ну, вообще, честно говоря, поскольку мы тоже от Рига с детективной агентурой подключили юриста, да, есть там, да, записано? Подключили юриста, да, то как бы я считаю, что материал, то, что мы собрали, уже в какой-то степени доказывает, как независимых свидетелей, что, ну, показывает отношение отца к ребенку, о том, что есть действительно опасности, есть что-то непонятное, неадекватное, да, то есть я думаю, что барин Тессе есть над чем поработать на самом деле, да. Вот. И на самом деле я считаю, что здесь нарушены права нашей клиентки Констанции, да, и в принципе мы собираемся их отстаивать, да, то есть никто не имеет права лишать мать ребенка, если на то нет решения суда, да, и разумеется, что мы сейчас собираем все доказательства для того, чтобы наша клиентка, ну, не просто выиграла это дело, а для того, чтобы ребенок жил в нормальной обстановке, да, вот, и как бы все усилия на это направлены. Но разумеется, что, скажем, исходя из того, что вот у нас есть все доказательства, да, то же самое, что есть у клиентки, а исходя из этого уже, как бы, ну, я считаю, что уже есть какая-то база того, что показывает, что ребенок живет в ненормальных обстоятельствах, да, вот, поэтому, в принципе, будем бороться, да. И я считаю, что у нашего клиента есть шанс победить. Vai Armandam ir kaut kāds e-pasts vai telefons? Viņam ir telefons. Да, у него есть, но я не знаю, Элмарс, это важно будет, не важно, напишите вы или нет, то что он когда-то раньше вообще состоял в какой-то серьезной секте, и у него как бы немножко такое неадекватное психическое состояние. Он оттуда вышел. Да. Kādā? Viņi saucās Евангелисты. Jēzus evaņģēliskā pirmā grāmata. Ну, короче, евангелисты, да. И он оттуда уходил, у него после этого были срывы многочисленные. Да, вы говорили, что он вас избивал, да? Да, вот, и у него вот эта агрессия стала проявляться, и все, то есть есть подозрение, что еще в этой секте, ну, как-то попортили психику, Jūs да? arī kādreiz esat bijusi redzējusi to sektu, ne? Es vienreiz aizgāju, Jā. bet to arī viss beidzās. Jo viņiem ir tur savi pravieši, kaut kādi, nu, viņi ir it kā, pēc tam es pati papētīju no katoļiem atdalījušies gadsimta sākumā, bet viņi ir tā kā ģimenes, tas nav kaut kas tāds, tur ir tajās ģimenēs pravieši, viņiem, nu, man tas likās nesaprotams, bet tur visi tā filozofija, kā es uztvēru, ir tas, ka tas tēvs ir galvenais, ka viņš tā kā visu valda, un sieviete ir tā, kas tur tīra un ražо bērnus un gatavo. Закона чуть-чуть, да, что вот, скажем так, что когда к нам пришло европейское ну да, просто когда к нам пришло в Латвию европейское законодательство, да, то, скажем так, вот эти вот ситуации вот касательно ребенка, да, с кем остается ребенок, с матерью или с отцом,
очень трудно стали разрешаться в суде. К сожалению, сейчас практика показывает, что, ну я не скажу, что во всех, но, к сожалению, есть случаи, когда в пользу отца отчуждают ребенка, да, и, в принципе, потом еще мать платит алименты. Но это чисто европейское право, да. То есть здесь рассматривается как права матери и отца равны, да, но все равно здесь, мне кажется, что если нет права лишать матери этих, ну, как бы нет оснований лишать мать прав на то, чтобы она была с ребенком. Констанс, чуть-чуть хочешь. Это самое, смысл сбивается. Вот. Если нет оснований лишать прав на ребенка, да, то я думаю, что ребенок, конечно же, должен быть с матерью. Да. Ну, В принципе, все, что я хотела сказать. Я. Ну, мы за это дело будем бороться, конечно. Да.